Друзья, привет! Южная Якутия на связи. Рожденные в Советском Союзе, так сказать, поколение X, наверняка помнят телепередачу центрального телевидения «Это вы можете», адресованная энтузиастам научно-технического творчества и любителям техники. Так вот, именно о техническом творчестве и пойдет речь в этом выпуске, но творчестве в гаражных условиях. И прямо сейчас отправляемся в село Иенгра. Село является административным центром Иенгринского Эвенкийского национального наследия. Основной вид деятельности здесь – оленеводство и охотпромысел, а потому и отношение к проходимой технике особое. Я уже неоднократно освещал и имел возможность испытать на себе разного рода вездеходную технику, но то были в основном заводские бренды, цена за которые не всегда доступна. Сегодня же хочу познакомить вас с техникой, сделанной руками в гаражной мастерской, и с человеком, воплощающим эти инженерные замыслы. Смотрел в интернете, ездят люди. Решил попробовать, собрать. То есть чертежи вот с интернета, да? Чертежей нет никаких. Чертежи все в голове. Все просто по ходу пьесы придумывалось. Как все. Ну, колеса у нас стоят тракторного прицепа. Ободрали. Диски нивовские расширили на 15 сантиметров. Колеса накачаны 0,5. Больше ему не надо. Даже можно меньше. Что еще? Ну, по агрегатам пройдемся. Ну вот рулевая колонка самодельная. Вот это самодельная. Из жигулевских там собрано. Редуктор рулевой я не знаю с чего. Немного неправильно поставили. Ну ладно, держится пока. Что еще? Узел перелома, конечно, не знаю, надежный, ненадежный, но пока ездит. А так он ломается, да, получается? Да, он переламывается и поворачивается одновременно. Промежуточный это подвесной от этого, от МТЗ-80. Подвесной просто поставлен. Там цепная передача, как у всех сделана. Здесь кардан жигулевский, там тоже жигулевский, но здесь граната от иномарки стоит просто подобрана. Мосты не обрезались, мосты родные стоят. Ну что еще? Родные, это от чего родные? Жигулевская все. Жигулевская? Да, коробка жигулевская, все жигулевское. Жигулевская. Да. Сердце. Ну вот мотор стоит на 17 лошадиных сил. Поставили еще вариатор дополнительно. Попробовать на вариаторе, потому что было раньше просто цепь, где звездочка стояла ижевская. Ижевская звездочка стояла, а здесь тоже, по-моему, 15 зубьев стояла звездочка. Вот попробовали этот поставить, вариатор. Стоит сцепление Жигулевского и Жигулевское еще, поэтому двигатель вышел сюда. База удлинилась, был ровно 3 метра. Сейчас он стал длиннее. То есть это получается он уже после рестайлинга, да? Да. Ну, выхлопную систему пришлось переделать. Сейчас бак надо будет убрать отсюда. Потому что капот ставишь, бак не влазит. Бак надо перенести будет на другое место. Максимальная скорость какая у него? Не знаю, спидометра нет.
Ну, Ощущение. ну, с вариатором на 4-й скорости он быстро бежит. Намного быстрее, чем бегал на звездочке. Не знаю. Сколько ушло времени на проект, на создание этого проекта? Ну, не знаю, я в прошлом году где-то в феврале начал так заниматься. Ну, месяца 3-4, наверное. Остальное все доработки такие мелкие. Вот, по ходу тут что-нибудь не понравится, там не понравится. Переделать. Все остальное опирается. Вот нужна одна деталь, а токаря нет. Первый раз вообще было сцепление просто ременное, как у всех. Ногой выжимаешь, на ролик нажимаешь, но оно буксует. Чуть где в гору или как нагрузится, и он начинает буксовать. Переделали, сделали жигулевское. Нашли токаря, переточили, сделали. Ну, настоящее сцепление. А теперь добавил еще раз пришлось этот же вал переделывать удлинять его, чтобы поставить вариатор. И все в итоге вышло, что он удлинился. А хотелось наоборот делать его, чтобы он был чем меньше, тем лучше. Но Компактней, да? да, но не получилось. Все равно получается длинный. Так Ну, что- он больше как хозяйка, да? И зимой снег возить, и дрова, и все это как грузовичок, да? Ну да, Проходимый. ну зимой-то на нем холодно ездить. Но летом можно и в тайгу, да? Летом-то он ездит, но вот зимой он по снегу не очень идет, хотя спереди блокировка стоит в мосту. А по снегу он не очень хорошо идет. Ну, в основном летний, да? Да. Вариант. Начинает подпрыгивать, копает, подпрыгивает. Ну, по небольшому снегу-то без проблем. А вот как в этом году снег, он, если выехать в тайгу, то там и останешься. С дороги съедешь, и он не пойдет. Так что Ну, а летом хорошо идет, да? Пробовали? летом, да, ездит. Борт выполняет функцию лестницы. Все продумано, да? Сколько передач? 4 вперед, одна назад. А, Жигулевская, понял. Ну, классно, конечно. Вообще здорово. Ну. Такой. На полный газ не идет еще, надо делать газ. Сейчас, друзья, замерили с помощью приложения скорость, с какой он едет. Ну, так особо не разгонялись, так средненько ехали, да?
А Да он и не знаешь, нажимает полный газ. Надо Ага. газ переделать. Опять мелкие недоделки надо устранять. Но ему, в принципе, не надо столько. Да, конечно, он же, как Это же не гоночная машина. вездеход. Максимальная скорость 26,7 километров. 26,7. Вот сейчас проехали. Нормально. Ну да. Круто. Легкосъемный бампер. И вот здесь ключами на 17 затягиваем и все. Как усилитель, да? Можно смело давить кусты. Ну это уже с опытом пришло, да? Да, это да, пришлось поставить, потому что... Ну что, друзья, пришел тот самый волнительный момент испытать чудо техники на себе. Спасибо Владимиру Михайловичу, доверяет во многом благодаря моему знакомству с его сыном Василием, который сейчас с той стороны камеры. Сейчас разберемся. Еще не было такой техники, чтобы мы не так. Вон оно все. Какие нюансы. Вот смотрите, да, этот фиксатор руля. Раз, на себя и получается в обратную сторону. Вот так, да? Я сюда раз, чик, и все. Вот он. Ага, сцепление. Пробуй завести, Так. если подсос. Без подсоса. Не, ну может быть, да, сейчас посмотрим, может заведется. Ну, поехали. Интересно, друзья. Но с непривычки, что я мог максимум выжать, это вторая передача. Ну классно. Владимир Михайлович, спасибо вам большое. Желаю вам дальнейших творческих успехов в механизации. Ну, будем стараться. Надеюсь, будет лето, и мы еще увидимся обязательно. Съездим по ягоды, посмотрим, как эта чудо-техника проявит себя на бездорожье. Спасибо. Владимир Михайлович сказал, что есть еще. Предыдущая модель. Предыдущий, да. Да. Более компактный, как говорится. Тут совсем компактно. Ага, вы видите, друзья. Чуть посветлее сделаем.
аккуратненько. Вот предыдущая модель. У них примерно, я так понял, чуть схоже, да? Ну все такое же. Только задом наперед стоит. И в уменьшенном размере, да? Мотор сзади, здесь там мотор спереди. Это я в интернете видел. Но я не помню, как называется канал. Тоже хозяйка такая. Да, это хорошая. Что-то где-то подвести, отвести. А, еще и кузов опрокидывается. Разрезали. Коробка тоже жигулевская. Да, коробка жигулевская. Капот снимал? Освещение делал, только не доделал. Ну, здесь стоит ремень. Ну, для него ремень хватает. Да. Вот бак у него только самый смешной. Вот это вот. Да. Сделали за 5 минут на время, как он остался. Говорят, Родной бак дребезжит, через крышку течет сильно бензин. говорят, ничто так не вечно, как то, что сделано на время, да? Да. Сделали на время и забыли, стоит и стоит. За счет того, что тут коробка сзади, тут в скоростях, как на Жигулях, но чуть наоборот. Мосты перевернуты стоят. Мосты перевернуты, да? Да. Так, как он заводится? А я приду. А, заводится. При помощи шморгалки. Так, газ посередине, да? Движение на себя. Тормоза. Тормоза отпустил? А? Тормоза. Тормоза?
Интересно, конечно, очень интересно, но я думаю, в хозяйстве это вещь незаменимая. Помощники. Вот такие вот дела, друзья. Сегодня выпуск про технику. Спасибо, что есть такие умельцы. Мы с вами в Южной Якутии. Святая святых, мастерская, да? Да. Это мастерская. Здесь все и происходит. От задумки в голове до воплощения в реалии, да? Да, вот моя мастерская. Друзья, я так думаю, что до лета Владимир Михайлович еще усовершенствует свое творение и уберет некоторые недочеты. И мы с вами обязательно продолжим обзор, но уже в полевых условиях. Но пока на дворе месяц март. Очень насыщенный месяц, особенно для жителей села Иенгра, так как 18 числа именно здесь пройдет первый международный чемпионат по традиционному оленеводству, на который заявлено около 13 регионов, в том числе Китай, Монголия, и даже ждут гостей из Гренландии. Так что будет весело. Сам чемпионат пройдет в нескольких компетенций, но, как мы с вами знаем, самое интересное и насыщенное и зрелищное — это, конечно же, гонки, которые как раз таки пройдут 18 числа. И я, как, впрочем, и всегда, буду в эпицентре этих событий и попробую вам максимально рассказать и показать о данном мероприятии. Ну и, конечно же, пройти ту самую дистанцию, которую предстоит 18 числа пройти оленеводам, и показать, и выяснить, кто из них лучше, быстрее, сильнее. Ну а пока все. С вами был Сергей Козюра. Увидимся. Испытано на себе.